Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать наших гостей, наших школьников, курсантов Военного института Вооруженных сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза Калайнура Усенбекова в нашем Кыргызско-Российском славянском университете. Мы рады приветствовать всех, кто пришел сегодня в наш зал для того, чтобы почтить память о поколении победителей, которые 80 лет назад победили фашистскую Гаину под Сталинградом. Я предоставляю слово ректору Кыргызско-Российского славянского университета, академику Национальной академии наук, доктору технических наук и профессору Нефадьеву Владимиру Ивановичу. Ну, чувствуется голос офицера. Преподносит тему очень здорово. Но, уважаемые коллеги, я хочу обратиться к нашим молодым коллегам. На самом деле, мы сегодня отмечаем очень важное событие в Великой Отечественной войне. Ну, одно из самых важных событий. Сталинградская битва. Слушайте, город сравняли с землей. Вот в каких условиях наши деды сражались на этой площадке. А сейчас, когда Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки начинают вопить и говорят, вот, бомбили Дрезден, и вину-то еще приписывают это Советскому Союзу, что уничтожили город Дрезден. Слушайте, это семечки по сравнению с тем, что произошло с городом Сталинградом. Там сплошные были слезы. Я помню, когда еще в школе ежегодно мы отмечали этот день, 2 февраля 1942 года. Наши деды, отцы бок о бок сражались именно за победу. Это наша победа, и мы всегда обязаны чтить память наших отцов. Вот недавно, 26 января, в Министерство обороны в Кыргызской Республике в честь памяти мы совершили марш-бросок. Марш-бросок почему? Потому что именно 8-я и 9-я стрелковые дивизии, именно 2 февраля они совершили 700-километровый марш, чтобы занять те рубежи. Вот. В честь наших дедов военный институт тоже принимал участие, и многие ветераны принимали на этом мероприятии. Еще раз поздравляю с сегодняшним днем, с великой победой нашей. Эта победа, все национальности нашей Великой Советском Союзе сражались. Поэтому мы обязаны еще раз чтить и подавать нашим подрастающим поколениям примеры наших мужества, наших отцов и дедов. Спасибо за внимание. Что это такое Сталинградская битва? Более 1 140 000 солдат и офицеров участвовало в этой битве только с нашей советской стороны. Всего же было более 2 миллионов участников этой битвы. Это самое страшное и самое крупное сражение в мировой истории. Почему там все сомкнулось? Почему в Сталинграде должна была произойти эта битва? Враг шел, враг наступал, и эта битва, и эта победа навсегда закрыла путь нацистам и на Волгу, и на Кавказ, и в Центральную Азию. Большое спасибо всем, кто сохраняет память об этом подвиге. А последние несколько дней я читал замечательную книгу «Ленинградский дневник Кыргызстана». Огромное спасибо авторам, Леониду Ивановичу, Ольге Леонидовне Сумароковым, за то, что сделали такую работу. Потому что если не сделать этого, никто ни о чем не узнает. А вы читаете эту книгу и понимаете, за что шла борьба,
и почему Кыргызстан был там, на Волге. Советский период пережил очень сложно. 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Осада Ленинграда, где фашисты хотели умертвить город, не считаясь ни с детьми, ни с стариками. 200 дней и ночей Сталинградская битва. Если сравнить атомные бомбы Хиросиму и Нагасаки, то там первый день погибло 80 тысяч человек. А в Сталинграде за один день погибло 90 тысяч человек. На Сталинград налетело 1200 самолетов и было сброшено 1000 тонн бомб. Дорогие друзья, я сейчас хочу вручить блок с книгами, там 3 книги. Сталинградские дни Кыргызстана, фронтовые дороги народных депутатов. Билось каждое сердце как брест. Во-первых, начальнику военного института. Курсанты и будущие офицеры – это те, кто будет обеспечивать безопасность нашей страны. Они несут… Вообще военные люди – это люди, которые воспитываются на истории, на тех основах патриотизма, которые закладывают их предки. Поэтому военному институту в первую очередь. Все никак не мог Альберту Фархадзе вручить книги, но вот сейчас вручаю в торжественной обстановке. Альберт. Сейчас произойдет такая небольшая церемония. Наши студенты участвовали в конференции на высоком уровне в Российской академии наук. Конференция была посвящена Сталинградской битве. И наши ребята достойно выступили. Ректор университета Владимир Иванович вручает в качестве поощрительного приза и в качестве того, что вы будете хранить память о наших предках, эти книги. Фото на память. А почему только девушки, а мужчины? Мальчики находились на рытье окопов. И мы хотим озвучить сейчас стихотворение, которое произнесут наши замечательные студенты. «Вот-вот и лопнет небо» Марии Бессоновой исполнит Актилек Бакирдинов. Вот-вот и лопнет небо, а пока я осматриваюсь белый потолок. И нет пощады мне от потолка, и мысли нет забиться в уголок. Не по себе, когда звучит арта, когда летит и оставляет след. Но смерти не случится никогда. Все потому, что в жизни смерти нет. Я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома в яблочных захолустьях мамка моя живет. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. Мы не родились бойцами, мы Божий праведный гнев. Смерти тот не боится, кто за родину встал. Кровь, она не водится, это Божий напал. Только стоит пролиться, и она будет сжечь. Мы, Господня десница, мы, Архангела меч. Нет, Ленин был не атеистом, он вообще говорит.
И у него было аж 3 ордена боевого красного знамени. Панфилова, он стал вторым командиром.